Xayrlı gün, isemiz hürmetli kelgen qonaqlar hem kollegalar. Biz Jeygi Üniversitet proyektine bağışlanan matbuat işraşuğun hem şunday kengeytilgen variantта бүгінгі күнде башлап жиберебіз. Здравствуйте, уважаемые участники проекта Летнего университета, также уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную открытию трека «Язык, культура, творчество» в рамках проекта Летнего университета. Нам очень приятно вас приветствовать. У нас такой интересный сегодня формат, когда и пресс-конференция, и такое небольшое открытие получается в одном. И сегодня наши спикеры. Тимирхан Булатович Алишев, проректор по внешним связям и кандидат социологических наук Казанского федерального университета. Лилия Ильевна Саттарова, старший преподаватель кафедры татаристики и культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации. Гульназ Ришатовна Ишбаева, заместитель директора по образовательной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Тимирхан Булатович, первым слово предоставляем вам. Расскажите, пожалуйста, вообще о проекте Летнего университета. Сколько треков, сколько гостей, какие цели, задачи данного проекта? Да. Спасибо, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я рад приветствовать вас. Я впервые нахожусь в Татмеде в такой интересной аудитории. То есть у нас часто проходят разные пресс-конференции. Обычно в аудитории находятся журналисты профессиональные. Сегодня у нас в аудитории большое количество студентов, которые приехали из разных стран мира и которые участвуют в треке, посвященном в том числе вопросам журналистики. Я хочу сказать, что действительно Летний университет – замечательное событие, которое в России организуется уже в 4-й раз. Второй раз в нем принимают участие федеральные университеты, в том числе Казанский федеральный университет. А вообще площадкой выступают 3 федеральных университета. Это Казанский, Уральский в Екатеринбурге и Сибирский в Красноярске федеральные университеты. В одни и те же сроки с 8 по 22 июля проходит этот летняя школа, мы ее называем, может быть, летний такой лагерь студенческий. И проходит он при поддержке нашего Министерства науки и высшего образования, которое, собственно, ставит задачу по привлечению ребят и их, значит, обучению в рамках этих 2-недельных программ. Всего в Казани у нас находится порядка 300 ребят. Вот часть из них мы видим сегодня, замечательные лица сегодня присутствующие в аудитории. И к нам приехали ребята из порядка 15 стран мира. Они участвуют в разных треках. Страны здесь представлены. Я думаю, что ребята себя здесь могут найти, свои страны. Это и Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, вы видите, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и страны БРИКС. Это и Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Иран, присоединившиеся к этому формату. Мы действительно специально в этом году, говоря о дальнем зарубежье, планировали участие именно ребят из стран БРИКС, поскольку вы знаете, что в Казани в этом году, в октябре, пройдут такие важные знаменательные события, связанные с саммитом глав государств. Всего участвует более 400 студентов, потому что кроме 300 иностранных ребят еще есть порядка сотни ребят из России, которые тоже вместе с нашими уважаемыми гостями участвуют в треках, проектируют, совместно проводят какие-то мероприятия, участвуют в культурной программе. Наша задача, чтобы они максимально сблизились, подружились, чтобы завязались какие-то связи, которые в дальнейшем будут продолжаться, помогать, поддерживать друг друга, ребят, и так далее. Я хочу отметить, что вот мы 2-й раз проводим Летний университет. Я говорил о том, что у нас социальные группы, я имею в виду в социальных сетях, которые были образованы по итогам прошлогоднего Летнего университета, живут и по сей день. Они до сих пор, ребята, друг с другом общаются, обсуждают какие-то вопросы. То есть дружба, которая завязалась здесь в Казани, она у ребят живет. И у нас есть несколько ребят, которые приехали на 2-й Летний университет, уже побывав на 1-м. Мы тоже таких ветеранов, что называется, движения Летнего университета поддержали. Действительно, программа ребят насыщенная. Я думаю, что они сами могут потом поделиться, рассказать об этом. Она включает в себя несколько основных блоков. Первый блок связан с, собственно, образовательными треками, которые реализуются, их всего основных 6 для студентов. Это программа, связанная с искусственным интеллектом, с инженерией, физикой. Это программа архитектура, дизайн и урбанизм. Это программа на английском языке, бизнес-аналитика. Программа, посвященная как раз моделированию саммита БРИКС. Это тоже такая интересная тема. Ну и вот трек, который сегодня мы, я думаю, углубленно изучим,
осветим. Это трек, который называется «Язык, культура, творчество». Он посвящен языкам в целом, творчеству и, конечно, культуре как такому обобщающему, целостному понятию и важному элементу нашей повседневной жизни. Кроме того, что ребята учатся на этих треках, практически каждый день у них проходят занятия, они занимаются также проектированием, то есть у них есть задача сформулировать в течение этих 2 недель важный проект в команде, и ребята будут его защищать. Вот к концу этой недели пройдут защиты проектов, и мы посмотрим, к чему привело это время, проведенное в наших институтах. Разные институты принимают участие Казанского федерального университета в организации этих треков. Это Институт филологии и межкультурной коммуникации, который присутствует сегодня здесь, Институт международных отношений, управления экономики и финансов, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт физики, искусственного интеллекта и вычислительной математики. То есть разные институты задействованы, разные площадки задействованы в университетах, где ребята могут ознакомиться и с тем, как организовано обучение в нашем университете, и с нашими аудиториями, и с нашими преподавателями. Ну и, конечно, ребятам предложена такая достаточно интересная культурная программа. Что-то уже было, что-то еще будет. Она включает в себя посещение различных объектов, различные спортивные мероприятия. Ребята знакомятся с молодежной политикой в нашей республике. В субботу, по-моему, ребят прошла встреча с министром по делам молодежи Республики Татарстан. И я думаю, еще на этой неделе посетят несколько объектов, молодежных объектов у нас в Казани. И что интересно, дело в том, что с ребятами приехали сопровождающие, да, то есть это работники, преподаватели университетов, наших партнерских университетов. Я хочу сказать, что к нам приехали ребята, бакалавры в большинстве случаев, которые учатся на бакалаврских программах, 3-й, 4-й курс бакалавриата. И они приехали из более чем 50 наших партнерских университетов из разных стран, которые я уже обозначил. Но сопровождающие тоже у нас без дела не находятся. Они у нас тоже учатся, обучаются. И для них предложен отдельный трек, который связан с управлением проектами в образовании. То есть они смотрят то, как организован учебный процесс в университете, каким образом организовывать проектное обучение в системе высшего образования. Они люди опытные, поэтому здесь в основном происходит такой обмен между профессионалами, ну и отчасти изучение нашего опыта Казанского федерального университета. Это на базе Института психологии и образования проводится этот трек. О остальном проектировании я уже говорил, но, кроме прочего, у ребят есть возможность встретиться с нашими предпринимателями, да, которые рассказывали им о том, как организован вообще предпринимательство, социальное предпринимательство, в том числе у нас в Казани, в Республике Татарстан, какие меры поддержки для предпринимателей здесь присутствуют. Ну и, конечно, я уже говорил о культурной программе, у них уже была программа Global Village, когда они знакомились с культурами друг друга. У них был и Сабантуй, ребята там занимались, соревновались в интересных таких этнических видах спорта. Посещали планетарий Казанского университета, Свияжск, другие объекты. Предстоит и церемония закрытия, а также посещение муниципальных районов Республики Татарстан, потому что наша задача, чтобы ребята познакомились не только с Казанью. Открытие проходило у нас в IT-парке имени Башира Амиева, с инновационными площадками Татарстана. Я знаю, что по одному из треков ребята посещали вчера АИР, агентство инвестиционного развития, познакомились с тем, как организована работа по привлечению инвестиций, работа с зарубежными инвесторами в Республике Татарстан. Те, кто как раз проектирует в рамках трека БРИКС, этим вопросом интересовались и занимались. Но также познакомились и с интересными объектами в муниципальных районах нашей республики. Ребята съездят и в Касусинский район, Лаишевский, Варский район, познакомиться с такой историей и культурой Республики Татарстан, такой муниципальный. Проект действительно интересный, он прежде всего направлен на обеспечение знакомства молодежи, такой активной молодежи, с системой образования Российской Федерации, с нашими университетами, ведущими вузами. И, конечно, мы нацелены на то, чтобы ребята в дальнейшем выбирали Казанский федеральный университет, другие российские университеты для продолжения своей образовательной траектории на магистерском, аспирантском уровнях. Я думаю, ребятам некоторым это интересно. Тем более, что по итогам прошлого года и летнего университета прошлого года
У нас есть несколько, даже десятков, я бы сказал, ребят, которые выбрали Казанский университет и сегодня уже обучаются на магистерских и аспирантских программах у нас. И это действительно хороший такой демо 2 недели для того, чтобы понять, что значит учиться за рубежом, потому что для некоторых ребят вообще, я знаю, первый такой образовательный выезд за пределы своего города даже. Понятно, что все из туристических целях, а вот именно в образовательных целях для многих это первый выезд за пределы своей страны. Где-то это непросто, но я думаю, большинство ребят уже адаптировались ко 2 неделе и совершенно так нормально, адекватно воспринимают, тем более, что уже завязались и дружеские отношения, поддерживают друг друга. Ну и я думаю, наши коллеги тоже, которые сопровождают, волонтеры и сотрудники университета тоже оказывают максимальную поддержку нашим ребятам в течение их нахождения здесь, в городе Казани, в Республике Татарстан. Вот я попытался в общих чертах обрисовать проект «Летний университет». Многое, конечно, осталось недосказано. Я думаю, Но что тем мы не менее, продолжим. Тимур Хамулович, спасибо. Вы очень подробно, на мой взгляд, рассказали вообще о проекте. Лилия Ильина, слово передаем вам. Расскажите уже конкретно про данный трек «Язык, культура, творчество», то есть чем ребята занимаются, какие перед ними стоят задачи. Ну, этот трек, на самом деле, уникальный трек, один из самых, наверное, самый интересный, я возьму на себя смелость сказать. Я Да. хочу сказать, что у нас есть Да. миграция между треками Да, в вот. течение, и вот Да. больше всего ребят приходят в этот трек. То есть Я те, которые уходят из других, они думала сказать или приходят не сюда. сказать об этом. Спасибо, что вы... Я имею Да. право это сказать. Да, извините. Вот, поэтому, не знаю, конечно, этот трек, он настолько увлекательный, мне кажется. Вообще студенты, наверное, все довольны, судя по лицам, которые, значит, мы видим и на занятиях, и вот сейчас. Да, 93 человека участвуют уже. Сначала было 88, может быть, сейчас уже и больше. Вот, и страны, которые представлены. На самом деле, когда мы вот говорим о том, что из разных стран, да, да, это разные страны, но когда мы встречаем ребят на занятиях и после занятий, и во время культурных мероприятий, мы все-таки видим, насколько мы не разные, насколько мы одинаковые, насколько мы, когда мы молоды, мы так относимся к жизни, все, так сказать, по-молодежному, да, и, в общем, скорее всего, этот трек, он тоже и стремится объединить культурно, да, и подчеркивает единство наше в стремлении как бы быть более образованными, да, понимать друг друга. Мне очень приятно, что почти все с очень хорошим знанием языка, одного, второго, третьего, и русского языка прежде всего. Да, очень многие такие полиглоты приехали сюда, говорят не только на своем родном языке, но и на английском, и на французском, и на русском очень хорошо. И трек этот, он как бы вот объединяет всех и подчеркивает это единство. И я хочу сказать, что Казань и Казанский университет, да, это вот уникальная площадка, которая дает возможность это почувствовать и еще более культурно обогатить, потому что в этом треке Казанский университет использует очень хорошо культурное пространство города, да, и мне кажется, студенты подтвердят это. Конечно, это пространство культурное, городское наше учреждение культуры, они тоже используются в образовательных целях. Сколько раз мы ходили с вами в музеи, да, в национальную галерею, они ездили в Свияжск, например. То есть это такие обогащающие, культурно обогащающие поездки, которые представляют многообразие культуры России, всей российской культуры. И это очень важно. Мне кажется, самый важный урок, который выносят студенты, глядя на, вот, например, площадку Казанского Кремля, где рядом стоят мечеть и собор, христианский православный собор, и это ведь и в документах ЮНЕСКО отмечено, и многие специалисты отмечают, что это единственная такая площадка. То есть студенты, обучающиеся, и люди, которые приезжают сюда, они видят, насколько все это может мирно сосуществовать и обогащать друг друга. Вот это, наверное, самый главный урок, который и этот трек в том числе как бы преподает студентам. Но язык, он преподается на этом треке в общении, да, и обогащает студентов вот
теми ситуациями, в которых он используется, да, то есть вот преподается значит, ситуации фольклора, да, народного творчества, искусства. Мы со студентами разговаривали, ну, как бы не только о русской культуре, да, и о русской истории нашего края, но и шли в татарскую культуру, в ее истоки, и вплоть до Волжской Болгарии. Разговаривали и о художественном языке, о языке культуры в целом. И это тоже очень важный аспект этого трека, потому что вот, конечно, этот язык, он не требует перевода, скажем, да, но с другой стороны, он требует разъяснения. Каждый художественный язык у каждого народа, он обладает определенными символами, и его рассказать и обогатить себя, значит, это задача этого трека тоже. Очень много творческих занятий, да, вот эти проекты, которые направлены на развитие творческих способностей и в то же время создание, опять же, командного духа, такого духа взаимопонимания, стремления сотворчеством заниматься, да, коллаборацией, как сейчас модно говорить, такое соработничество ребят из разных стран, это, наверное, самое замечательное, что есть в этом треке. Я, в общем, хочу поздравить всех студентов с тем, что они да, побывали в стенах Казанского университета и приобщились к нашей культуре. Мне хочется, чтобы они вновь приезжали сюда. И, конечно, наш Институт филологии и межкультурной коммуникации, мне кажется, идеальной площадкой для того, чтобы вот сотрудничество с этими университетами из Абхазии, Азербайджана, Китая, Казахстана, Таджикистана, всех тех стран, которые представляют эти студенты, чтобы это сотрудничество продолжалось. Если есть вопросы, могу ответить. Спасибо большое. Гульнас Ришатовна, передаем слово вам. Мне кажется, вы как раз очень точно объясните, почему мы сегодня решили вот в таком формате открываться. И расскажите, пожалуйста, раз уж ребята все-таки приехали, и, возможно, кто-то из них останется на магистерские и другие программы, Институт филологии и межкультурной коммуникации, насколько мне известно, открывает абсолютно новые профили для образования. Вот об этом поподробнее. Да, спасибо. Хайырлы күн, хурмәтле дуслар, хурмәтле кунаклар. Добрый день, дорогие друзья, гости. Рады вас приветствовать от имени нашего руководства нашего Института филологии и межкультурной коммуникации и пожелать нашим студентам, нашим гостям удачи, потому что предстоит, вы сейчас работаете над проектами, социальными проектами, и у вас скоро защита. И хочется, конечно же, здесь сказать, действительно, Лейсан Наилевна права, мы открываем очень различные новые программы, которые во взаимодействии культуры и языка, и в том плане же и творчества, как и трек называется, да. И здесь хотелось бы сказать, что, дорогие друзья, студенты, мы вас ждем на наших программах магистерских. Это магистерские программы по педагогическому образованию. Здесь и арт-педагогика, и преподавание различных языков. И, конечно же, в рамках филологии у нас очень много различных направлений. И межкультурная коммуникация. И также есть и программы по лингвистике. И хотелось бы сказать, что когда вы, вот сейчас у нас 93 участника по данному треку у нас занимаются на базе нашего института, вы увидели нашу базу, здесь, естественно, и вы можете творческий потенциал свой раскрыть. И мы увидели, что действительно вы очень талантливые студенты. И я думаю, что вы себя здесь найдете. И, конечно же, мы будем рады с вами взаимодействовать и в дальнейшем. Конечно же, да. И хотелось бы, конечно, сказать, что те программы магистерские, которые реализуются у нас на базе нашего института, там очень много иностранных обучающихся. И я думаю, что когда вы увидели их, некоторые из них у вас, вы были, когда у нас было вручение дипломов, вы увидели, как они радостные, счастливые получали дипломы. И мы надеемся, что в дальнейшем, в будущем и вы будете в рядах наших студентов. И пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Татмедиа, комиссию по вопросам сохранения татарского языка и языков народов Республики Татарстан, также Конгресс татар,
в связи с чем? Потому что мы с ними совместно с вами реализовываем наши программы. Особенно наши новые программы — это по таким направлениям, как реклама и связи с общественностью, издательское дело, журналистика. И я думаю, что в дальнейшем мы с вами также плотно будем взаимодействовать. И, конечно же, хочется пожелать нашим студентам, нашим гостям, что мы всегда будем рады вас видеть в стенах нашего института, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Рахмат Йосифовна Разрешатовна. Уважаемые участники, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, среди вас есть те, кто обучается по направлению журналистика? Отлично. Тогда я вас сейчас приглашаю, что называется, вступить в наши ряды, потому что пресс-конференции, вы сами знаете, предполагает сейчас уже сессию вопросов и ответов, поэтому вы тоже можете смело включать микрофон и задавать интересующие вас вопросы. Хурматли коллегалар, среди нас также сидят действующие журналисты, поэтому, если есть вопросы, давайте перейдем уже непосредственно к ним. Микрофон, пожалуйста, да. Альбина Салаватурина, редакция «Коммерсант». У меня вопрос к Алишер Тимирхан Булатовичу. Скажите, пожалуйста, вот у вас обучается 300 иностранных студентов. А откуда они узнают, что вот такой вот лагерь, такое летнее обучение проводится в университете КФУ? Я думаю, ребята сами могут сейчас ответить, как они узнали. Наверное, сказали в университете, да, такой возможности, потому что был соответствующий портал, на котором можно было им зарегистрироваться, где была вся необходимая информация, они подавали заявки. Казанский университет было подано порядка 3000 заявок на участие в этом мероприятии. Вот ребята, которые сегодня здесь присутствуют, фактически прошли достаточно жесткий отбор, 1 к 10. Они подавали мотивационные письма, они объясняли, почему они хотят участвовать в этом проекте. В большинстве случаев информация об этом распространялась среди партнерских университетов и, конечно, на сайтах, порталах Россотрудничества в различных странах, которые принимают участие в этом мероприятии. Вот поэтому вот таким образом, собственно, они узнавали об этом. Еще один вопрос. Скажите, а обучение платное? И если да, то какая стоимость Ребята, обучения? оно абсолютно бесплатно. Думаю, что ребята тоже подскажут, и билеты им были приобретены. Соответственно, и здесь они проживают и обучаются. То есть это полностью проект такой, который покрывается за счет бюджета Российской Федерации. То есть, получается, это своего рода такое поощрение для студентов-активистов, Конечно, которые проходят большой отбор, фактически как вступительную кампанию, и, соответственно, имеют право приехать и пополнить свои наши знания. как бы партнерские обязательства перед университетами, с которыми мы работаем. С своей стороны хочу сказать, что ряд университетов, например, вот откуда приехали ребята, они тоже аналогичные программы предлагают нашим студентам и принимают наших студентов у себя на кампусе на различные программы. Да, еще один вопрос. Скажите, а вот на 2024 год какой бюджет был выделен? Достаточно. Для того, А чтобы- сумму можете сказать конкретно Я, по к сожалению, федеральному не могу, университету? она немножко так разнится, чтобы мы Ну, потому что это не федеральные ошиблись, все-таки средства. не ошиблись, поэтому, да, не ошиблись цифры. вряд ли, конечно. Да, Татаринформ. Да, Татаринформ, Андреевич, у меня такой вопрос. Я слышал, что реализуется программа Global Village для студентов, то есть где они проживают и вообще в каких условиях они Проживают живут? ребята в деревне университета, там в одном или в нескольких домах, сейчас, по-моему, уже в нескольких домах проживают. А программа, это была просто одно из мероприятий, то, что вы упомянули, одно из мероприятий, которое, собственно, было организовано для ребят там, в один из первых дней их пребывания. Они, ребята, наверное, сами могут даже сказать, в чем. По-моему, они презентовали свои культуры, свои страны, и кухню, и одежду, и какие-то, традиции своих стран. Об этом рассказывают. По поводу адаптации. Каким образом происходит адаптация питания для студентов? Питание? Да, питание. Я думаю, что в целом у ребят питание, насколько я знаю, трехразовое, и кофе-брейки есть, да, в течение времени нахождения в наших институтах. А вообще мы старались сделать так, чтобы были и вегетарианские блюда в меню, потому что есть ребята, которые не едят определенное мясо. И чтобы там больше, наверное, курицы было, потому что не все едят говядину, тоже такие моменты есть. То есть старались в этой части адаптировать. Кухня разнообразная. Достаточно разнообразная. Ребят, как в лагере, как вот мы с вами были в лагерях, наверное, в свое время. Вот такое питание. То есть я бы не сказал, что оно очень разнообразное, но достаточно для того, чтобы ребята были активны и участвовали в
мероприятиях. Основная задача ведь всё здесь как бы учиться, участвовать в культурных событиях, в образовательных треках. Иногда даже не успевают, мне говорят, на кофе-брейк сходить. Настолько интересная как бы сами образовательные программы. Я хочу отдельно, кстати, упомянуть, вот о чем сказали, это о партнерствах в рамках треков. Вот ребята здесь видят, как организована, например, пресс-конференция у нас в Республике Татарстан, и это пресс-конференции на разные тематики. И это тоже для них определенное значит, погружение, определенный опыт, который они приобретают и смотрят, как это организовано здесь, в регионе. И на самом деле у нас в каждом треке есть партнер. Вот я уже говорил про, например, агентство инвестиционного развития. Наши коллеги с трека про инженерию, они пошли, например, в компанию Eidos, которая производит, вы знаете, медицинские симуляторы. Они смотрят, как организован процесс там, проектирования и производства симуляторов с учетом там, физических принципов и так далее. То есть практически на каждом треке есть партнерская организация, которая, кроме того, что мы даем там, теоретический какой-то материал, дает возможность еще практического такого вот опыта. И это действительно, нам кажется, очень важно, потому что ребята видят, что обучение в вузах Республики Татарстан построено не только там, на участие в лекциях в башне слоновой кости, что называется, но и выход в поле, в повседневную практику и применение, использование тех знаний, которые они получают в такой практической деятельности. Это, наверное, самое важное в подобного рода проектах. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, есть еще буквально несколько минут для того, чтобы вы могли их задать. Раз пока нет, я тогда хочу предоставить слово, ответное слово, что называется, и участникам. Это участница из Таджикистана Тамала Бахромова. Проходи, пожалуйста, вот сюда. Но нам сказали, что у тебя есть что сказать, что называется. Попозже. Ага, хорошо. Ну, договорились. Да, еще вопрос. Тимирхан Булатович, с какого возраста к вам дети сюда могут поступить? Это студенты действующие или дети, которые планируют поступать в дальнейшем в университет, то есть школьники? Если говорить в целом об университете, то в университет могут поступить ребята, закончившие школу. А те, кто участвует в летнем университете, в основном ребята вторых-третьих курсов здесь присутствуют. Кто-то в выпускном курсе уже. То есть те ребята, которые уже, скажем так, не первый год обучаются в своих университетах, которые уже имеют определенный опыт, багаж, и которые планируют свою будущую образовательную профессиональную траекторию. Если можно Да, дополнить, что добавить? то есть хочется сказать вообще, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации, вот мы находимся сейчас с ребятами, которые, значит, обучаются в треке именно на базе этого института, что в институте сейчас обучается из 5000 студентов 1500 иностранцы в данный момент, да, то есть это треть, считай, и в общем это люди тоже из разных стран, ребята, вот, и мне кажется, очень важно, потому что вот и то, что мы сейчас здесь собрались, и в этом треке тоже участвуют почти 10 стран, по-моему, да, то есть представители, потому что вот это молодые люди, которым принадлежит будущее, это они будут его строить, и это взаимодействие, пусть даже в рамках летнего университета, пусть даже в рамках 2 недель, да, оно дает, мне кажется, прекрасный урок такой дружбы, да, притяжения друг к другу, и я хочу пожелать, чтобы эти контакты никогда не заканчивались, в том числе и с нами, да, поддерживайте связь с нами. Мне кажется, что кто, так сказать, научается изучать и понимать Россию, тот лучше будет любить и понимать и весь мир, и свою страну. Я думаю, что это очень важный опыт. Юни, скажите, вот из 1500 студентов преимущественно из каких стран обучаются вот в КФУ? Самое большое количество из каких? Да, здесь, наверное, я отвечу. Да. У нас большинство обучаются из Китая, обучающиеся, из Туркменистана. Также есть представители из Узбекистана. У нас есть сетевые программы с Узбекистаном. Там у нас порядка где-то 100 обучающихся. То есть они приезжают к нам, уезжают. Поэтому если есть у ребят желание по сетевой программе обучаться, то есть такая возможность тоже есть. Получают 2 диплома по сетевой программе Казанского федерального университета и того университета, откуда они приехали. Поэтому такие возможности, ребята, у нас тоже есть. А в процентном соотношении можете сказать? В процентном, если посмотреть, да, ну, вот Китай, Туркменистан где-то по 700
где-то так скажем, да, человек, который именно у нас здесь. И третье место, наверное, здесь, ну, 50 на 50, если взять, да, и где-то третье там место у нас это Узбекистан. Также есть представители из других стран, и Тимирхан Булатович, наверное, тоже так вот. Сейчас Да. речь идет об институте филологии и Да, об межкультурной институте, да. коммуникации. Там, Мгм. наверное, где-то сейчас порядка 35% контингента это иностранные ребята. И почему там много? Потому что именно этот институт отвечает за русский язык как иностранный. То есть люди, студенты, которые приезжают изучать русский язык, они выбирают именно этот институт, и поэтому доля иностранных студентов там несколько выше, чем в среднем по университету. В среднем по университету у нас сейчас около 21% контингента – это ребята из-за рубежа, из разных стран, из дальнего, ближнего зарубежья. Ну, страны, которые наиболее популярны сегодня были проговорены, в том числе достаточно много ребят учатся из Ирана, из стран арабского мира, из Латинской Америки, Эквадор, Колумбия. То есть выбирают очень много Казанский университет. Да, Таранформ, вы сказали, что 93 участника вот как раз по направлению по треку культура, языки, творчество. А какие цифры вообще по другим направлениям? Вот, из 400 студентов? Ну, я сейчас точные цифры вам не скажу, то есть в среднем где-то 30, 40, 50 ребят учатся по другим трекам. Вот считайте, что 6 студенческих треков, из них вот уже 93, значит, по одному, а остальные 200 с небольшим примерно одинаково, равномерно разбиты по остальным трекам. А в прошлом году такие же пропорции были? Я примерно так же. На самом деле, многие ребята, их интересует действительно язык, русский язык. И вот я еще раз говорю, что русский язык популярен с точки зрения его изучения. Более того, преподавание русского как иностранного очень востребовано в странах, потому что, значит, в школах есть спрос на русский язык, на изучение русского языка. И поэтому преподаватели русского языка достаточно востребованы. Вот выпуск, наверное, по педагогическому образованию, по русскому языку и в целом по русскому как иностранному. Там до 30-40% может доходить ребята за рубежа. А все участники, как вы сказали, это уже действующий студент, который заканчивает обучение, переходит в магистратуру и так далее. Вот из участников, которые приезжают на вот летний университет, сколько вообще учатся в гуманитарных направлениях? То есть не бывает ли такого, что студент, обучающий вот по техническому направлению, выбирает там потом в дальнейшем сменить на культуру, сменить на, например, даже БРИКС, например, выбрать трек? Есть. У нас есть такие прецеденты, причем в том числе миграция иногда связана именно с этим. То есть ребята выбирали изначально, например, искусственный интеллект, информационные технологии, будучи гуманитариями, им хотелось узнать более подробно, может, про это направление, но когда они столкнулись с некоторыми определенными непониманием, может быть, какой-то терминологии или практики, значит, они мигрировали как раз в трек, связанный с языком. Такие факты, случаи тоже есть, но мы в этом ничего странного не видим. И на самом деле у нас действительно среди ребят, которые выбрали и БРИКС, и бизнес-аналитику, есть достаточно большое количество технарей, которым действительно интересно получить, в том числе, такие гуманитарные несколько в большей степени компетенции, потому что бизнес-аналитики тоже мы достаточно большой уклон и акцент делали на развитие soft skills, на личных качествах, которые необходимы для успешности в бизнесе, скажем так. Поэтому такие факты действительно присутствуют. И вопрос, наверное, к Гульнасу Ришатовне по поводу того, сколько участников остаются потом по направлению журналистики. Ну, вот именно реклама, издательское дело или вот сходные. Хотелось бы тут сказать, конечно, что у нас вот по рекламе и издательскому делу это новые программы. И, естественно, у нас и открыт прием для иностранных обучающихся. Ну, это программа бакалавриата. Но вот в этом году у нас уже поданы заявления от иностранных обучающихся. Где-то порядка, ну, скажем так, есть, там уже имеются 10 заявлений. Насколько они сейчас поступят, не поступят, там как пройдут, это вопрос другой. Но есть представители на этих программах, и иностранные граждане тоже вот на втором курсе у нас обучаются. Есть представители. И вот надеемся, что и на первом курсе у нас они тоже будут. Тут, наверное, надо еще отметить, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации журналистика, она преподается в рамках татарский язык, литература и журналистика. То есть там готовятся именно национальные кадры, которые в будущем будут работать на национальную журналистику. А вот реклама и связь с общественностью, издательское дело и другие профили, там уже действительно можно... На самом деле и обучаются ребята из других регионов, и в том числе из других стран тоже.
То есть здесь вот есть такой специфический момент и Да, очень да, важный У для... нас есть Институт социально-философских наук и массовой коммуникации, где готовят и журналистов, и в том числе И специалистов телевизионщиков, и других общественности, рекламщиков, телевизионщиков. да. Да, то есть там гораздо более широкий спектр подготовки направлений, профилей. Ага. Ну вот что касается этого трека, да, то есть я знаю, что в прошлом году тоже был такой гуманитарный трек, да, но в этом году за счет того, что открылись новые специальности в Институте филологии и межкультурной коммуникации, и они, в общем, имеют очень большую творческую составляющую, этот трек получилось обогатить вот этой творческой составляющей. Вот, например, наша кафедра очень творческая, здесь и музыканты, и художники, и исполнители, да, и творцы, не только как бы татарская культура, не только ведь язык, да, не только литература. То есть институт сам по себе силен, Институт филологии и межкультурной коммуникации сам по себе силен кафедрами, там русский язык, иностранный язык, роман-германской филологии и так далее, преподавание иностранных языков, педагогика. Вот. Но именно творческие специальности, которые мы открыли, это и реклама и связи с общественностью, и издательское дело, где, в общем-то, тоже художественная такая творческая составляющая очень сильна, они позволили нам привлечь на этот трек для того, чтобы организовать более содержательное, так сказать, общение и образовательные программы для приезжающих иностранных студентов, именно вот более богатыми такими дисциплинами, что ли, да, образовательными программами, потому что здесь и фольклор мы рассказали, преподали, и музыку, и различные традиции, и как снимать видео. То есть это все у нас сейчас идет как образовательные программы, дисциплины в самом вузе. И, конечно, в этот трек они тоже были включены. Очень высококвалифицированные преподаватели оказались вовлечены в этот трек и делятся своими профессиональными навыками с этими студентами. Так что я думаю, поэтому он стал таким интересным, вот, и содержательным. Практикоориентированный характер Да. носит в основном. Уважаемые коллеги, сейчас мы вначале предоставим слово Мурату. Казымову, это участник данного проекта из Азербайджана. Мурат, проходи. Проходи, пожалуйста, сюда за кафедру. И потом последний вопрос, и мы уже завершаем. Вот там вот микрофон, включай. Слышно? Всё. Добрый день всем. Рад присутствовать, что вы тут находитесь. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы тут собрались по поводу летнего университета. Летний университет проходит очень даже положительно. Я не ожидал, что это так будет. Мне кажется, основной плюс летнего университета в том, что мы знакомимся с разными народами, людьми и культурами разных стран. Лично я узнал тут очень много людей, друзей. Я очень рад, что я с ними вместе учусь. Про летний университет можно рассказать, что мы получаем очень много знаний по поводу, например, наших специальностей. Правда, моя специальность была бухгалтерский учет, но из-за интереса страны я выбрал трек «Язык, культура». Дальше я могу рассказать про как проходят наши уроки. Первые дни наши уроки были немного трудными, не в плане трудными, потому что мы начинали привыкать. Потом проводилась Global Village, где мы знакомились с культурами разных народов. Это тоже прошло очень шикарно. После мы начали подготавливать проект про наши треки. Например, мы должны были подготовить проект про защиту культуры наших стран. И в ближайшие дни мы будем защищать наш проект. Надеюсь, все хорошо пройдет. И всем тут находящим желаю удачи с этим проектом. Рад был с вами знакомству. Спасибо большое. Спасибо вам, Мурат. Что? Нет, задавайте, они сейчас ответят с места просто по микрофону, давайте. Мурат, расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Откуда вы узнали и какие испытания вы проходили, чтобы поступить в летний университет?
Извините, можете повторить вопрос? Я не Какие расслышал. испытания вы прошли, откуда узнали про Ага, университет? значит- Первый ли год принимаете участие? Во-первых, начну, что я учусь в Азербайджанском государственном экономическом университете, студент второго курса. Так скажем, у нас есть общая группа, куда отправляют такие мероприятия. И после отправления этого мероприятия я подумал, что это шанс пойти и узнать город Казань. И я воспользовался этим шансом. Мурат, а вы впервые в Казани? Да. Мне очень понравилось. Этот город Казань очень, скажем, такой Очень древний. красивый, как и Баку. Согласен, полностью. А какие испытания проходили? Испытание было, скажем так, сначала прошли подбор. Условиями были, что наши баллы должны быть 80+. Мы должны были представить CV о своей жизни, какие дипломы, сертификаты мы преобладаем. После подбора начался отбор. И начался отбор, и я даже не знал, я даже не думал, что я попаду сюда, но в один прекрасный день мне пришло сообщение, что я улетаю в Казань. Отлично, спасибо большое. Спасибо. Что называется, из первых уст, уважаемые коллеги, вы еще с ребятами сможете встретиться. Я предлагаю на этом завершить нашу пресс-конференцию, отпустить спикеров, потому что у ребят далее есть еще экскурсия по Татмеде. Мы вам покажем, как работают журналисты в Казани, в акционерном обществе Татмедиа. Поэтому мы с вами, уважаемые участники, остаемся. А вам, уважаемые спикеры, спасибо, хорошего, успешного дня. Спасибо.